заинтересованных людей. Generallar, halcılar, алғыстық жұмыстарда бұл симпозиумның бұға мағат либа обед алында болғапс музыкальный колледж, там да көп нема сұрғылар немелер күдіргіпс нема. Антызың Оставьтесь. Читажу сядана, мемлекеттік салы салдылға зықтырың силдір сөліп, күні ойын салы. У нас сегодня так получилось, что очень много вы затронули о читхане. Люди в разговоре, то есть игра на читхане, то есть техника исполнения и прочее. Здесь вот тоже бы я хотел бы тоже сакцентировать на читхане, потому что читхан у нас как бы все его знают, но мало мы ему уделяем ему внимания. Можно сказать, что я всю жизнь связан с читханом, то есть я изготавливаю эти инструменты и исполняю на них тоже как-то вот так, да. Я вот хотел вот все-таки на читхан посмотреть со стороны как мастер, то есть раскрыть его еще и с этой стороны. Вот, помимо как, то есть читхан это вот семейство цитровых. Цитра это такой европейский инструмент, цитра, да, по нему все вот эти инструменты, которые в основе имеют ящик,
называется цитровыми. Вот читкан относится к цитре. Вот. Формы, хотел бы я сконцентрироваться на формах. Информации очень много у меня сказать. Как это вот все сделать? Вопрос. В общем, форма. Вот я прошу сейчас вот на эту сторону повернуться, только у меня вот выставлены все эти инструменты. Вот обратите внимание, здесь инструменты, они разной формы, да? Вот тут понятно, что это вот рыба, да, в форме рыбы сделанной. Вот этот инструмент я назвал волна, это вот символизирует огонь, это как бы все наши стихии. Вот инструмент, понимаете, такой инструмент. Вот я его назвал моин, то есть шея. Когда столкнулись, мы когда стали ездить, столкнулись с тем, что инструмент очень большой, и его неудобно перевозить. Поэтому мы начали его сокращать. Ну, и музыканты тоже обращались, говорят, все хорошо, большой, но как его возить? То есть это проблема на самом деле. То есть даже длинный инструмент, вот этот вот нижний, да, инструмент, он не вмещается в машину. Поэтому я вот подумал, кости стоят, вот смотрите, да, вот ящики, вот, да, вот, ну, значит, ящик, косточка вот последняя здесь стоит, да, я думаю, почему, раз они здесь стоят, значит, они вот здесь резонируют, вот он, резонаторный ящик, а здесь это как бы лишнее, ну зачем, тут же нет костей, и вот как бы сократил, тем самым инструмент как бы уменьшился, вот, один из вариантов. Вы знаете, что как я вот музыкантов понимаю, потому что я тоже музыкант, а как мастеру мне вот интересно. То есть я вот такой сделал, и может быть кто-то и откликнется, и что-нибудь подобное захочет. А звучание? Ну, практически, да, практически. Можно сказать, что не изменилось. Сильно изменилось. Ну и вот я хотел сразу же обратить внимание, что вот они, да, это разная форма. Вот форма лодки, да, вот, сделана из кожи. Кожаная. Здесь кожа натянута целиком. То есть это вот все выдавлено, как лодка настоящая, выдавлено вот, и вот обтянута кожей. Ну, видимо, надо будет показывать. То есть звучание. Форма лодки. Так, ну вот я тут набросал, видите, я человек не научный. Да. И вот здесь у меня, значит, форма совмещается сразу же с материалом, из которого он сделан. Ну, будем, значит, так. Здесь, значит, кожа. Вот сейчас попробуем что-нибудь изобразить. Шестиструнчик там. Так. Это кожа была. Так. Вот это тоже кожаный инструмент, но он маленько сделан по-другому. То есть, смотрите, у него полая, да? Это в форме тип С. Если, допустим, его маленько уменьшить, и получится тип С. Но только он, получается, у нас что сверху я обтянул кожей. И вот видите, поперечные для укрепления, чтобы кожа не стянула, я вот поставил вот такие вот поперечные. Да? Здесь тоже маленько звук другой. В точности все то же самое, то есть цельный кусок дерева сделан с кедра. Видите, да?
А остальные инструменты, они в форме ящика, они все клееные. Но единственное, что у них разница, то есть они сделаны с разного материала. Но на данное время вот я делаю вот и сделал их вот, ну, надо перечислить, видимо. Это такие виды пород, как береза, потом кедр. В основном, конечно, это вот инструменты, в основном читхана делались с кедра. Но также потом сиери очень хороший инструмент, и даже с лиственницы делали, с березы в том числе. Ну и говорят, что делали с сосны, но сосна она очень смолнистая, я вот как-то не делал из сосны. И вот обратил внимание, что тембра-то совсем разные. Абсолютно разные тембра. И вот, допустим, с чем мы еще сталкиваемся? Вот, проблема такая, что я вот хотел бы по настройке еще рассказать, что высота нотирования, да, то есть, ну, сейчас как-то мы, получается, что мы ориентируемся на голос. Если, допустим, это сопрано, то на сопрано, альт, то есть чуть ниже. И потом мужской идет тенор, там можно баритон. Ну, вот такая идет градация, соответственно, и тональности такие, начиная там от ре, это дети поют в ре тональности, и вот самое. Ну, конечно бы хотелось бы какой-то сделать универсальный, такой, чтобы он соответствовал всем, но сделать универсально в том, но самое главное, чтобы оставить, чтобы это был читхан, это вот на самом деле сложно. Потом я еще что хотел сказать, что вот количество струн тоже совершенно разное, то есть начиная вот с 6, вот у нас 6 струны, 6, 7 струнные, то есть они вот бытовали. Я вот просто хочу сказать, что еще забыл сказать, что очень часто приходилось ездить в экспедицию и записывать, то есть я видел многообразие этих читханов, вот, ну это, и вот это все, видимо, отложилось, что потом, они на самом деле очень разные, то есть и по длине, и по ширине, совершенно разные все эти инструменты. Вот, здесь вы, конечно, видите, что это тоже все абсолютно, то есть разношерстное, то есть нету какого-то определенного, вот, допустим, когда инструмент получается такой раскрученный, хороший, у него уже определенная какая-то форма вырабатывается, и по этой форме как бы все идет под это. То есть, ну, сказать о читкане, то есть у меня это пока никак не выливается в что-то одно такое. Хотя у меня там раньше были эти потуги сделать такой универсальный читкан, и чтобы в нем все сочеталось вот это вот. Ну, в смысле, и тенор, и альт, и все на свете, то есть, и какие-то эти вещи. Ну, может быть, я не знаю, может быть, это и не надо делать, может быть, так и оставить. Но я думаю, что время покажет. Вот, у нас идет до 6, 7, 9 струны, и они, вот видите, сделаны на увеличение, да. Вот пошли 12 струны, вот 12 струны, да, и 14 струны. 14 струны это уже ну, большой инструмент. Ну, я вот их делаю как, вот, допустим, очень простой, чтобы он там дорого не стоил, то есть, ну, допустим, кедр там, вот, из 7 и 9 струн. Ну, уже, если это вот 12 струн, то это уже, естественно, будет брать профессионал, то есть там совсем, то есть я там совсем другие материалы использую, не просто там, вот, как бы, количество, но еще и материал, чтобы он как бы звучал, потому что либо там делаю комбинирование. В частности, вот мой, на котором я играю, у меня он комбинированный. Боковые стенки это идет лиственница, а верх и дно это идет ель. То есть сочетание очень хорошее, это сочетание. Во-первых, при игре, когда, допустим, играть на кедровом читкане, да, играли, да, то есть вот слышно, что там посторонние шумы, то есть он сам материал, он очень такой неплотный такой, и он заводится, фонит. Вот. И когда вот, допустим, если комбинируешь, делаешь бока какие-то из плотного материала, то вот это все ну, уходит. Ну, я вот еще сейчас хотел бы тоже показать Павлу.
помню, надо было сказать, что вот, у нас в институте ИСКО, где мы работаем, это называется лаборатория по хакасским народным инструментам, по изготовлению, изучению. Ну, как говорится, у нас, ну, это одно название, то есть не удается там как-то это. И нам, в принципе, приходится выполнять эту работу, лабораторную работу. Я хочу еще представить Петра Яковлевича, с которым мы работаем. И по поводу инструмента. Вот смотрите, я здесь вывел, чтобы вот понятно было, но музыканты, конечно, поймут. Вот смотрите, сейчас вот у нас строй, да, вот этот традиционный, вот он, я его вывел отдельно. Это у меня стоят ступени. Вот, смотрите, это вот первая, пятая, первая, ну это уже через октаву, да, третья, пятая и седьмая. Здесь вот идет это обертоника. То есть строй обертональный. Смотрите. Идет квинта, потом кварта, терция большая, терция малая и большая секунда. И как раз вот те обертоны, которые получаются при игре на тимор комосе и когда исполняешь горловым пением. Это все те же самые. То есть в основу чайкана лег именно обертонный этот самый строй. Вот смотрите, идет. Квинта, да? То есть в основе лежит вот именно этот строй. Вот смотрите, берем сейчас семиструнный чайкан, да, вот смотрите, раз. Вот основной строй. То есть вот эти вот, они остаются. Вверху вторая ступень. Значит, 9-струнный чайкан. Вот, пожалуйста, вот 9 струн. Если уже 12-струнный чайкан, то вот, пожалуйста. Получается, добавляем добавочную, это получается 7-я ступень, да? Вот. Ну, а если по 14 струн, то это, пожалуйста, вот он весь звукоряд. То есть такой же чайкан, как бы, чтобы как бы объяснить, вот здесь уже, ну, здесь уже профессионал играет, то можно сыграть гамму. И получится вот, здесь вот видно, да, начинается вот эта вот ступень, да, первая, потом нажимаешь, она же и вторая будет, и вот пошел этот звукоряд. Третья, да, потом что у нас там? А вот, да, третья, пятая, она четвертая, пятая, пятая нажимаешь, шестая, вот это седьмая, и вот первая. И вот пошло потом так. Ну, здесь вот возникает путаница, в этой октаве возникает путаница. Ну, чисто вот таким схематическим методом, вот я вычислил, хочу вот предложить вот для оркестра, именно хакасских народных инструментов, вот 16-струнный чайкан. Вот в нем получается, что он будет 3 октавы, вот, и он получится, ну вот здесь вот все нарисовано ступени, вот первая октава, вторая, третья октава, такой инструмент. И отметки, да, вот смотрите, что вот третья струна, где нужно достать четвертый, да, четвертый тон, да, вот четвертый. И вот на шестой ступени достается седьмой тон. То есть вот, пожалуйста, весь этот звукоряд. Потом сюда же и идет тональный ряд. Вот я тоже вот интересовался, вот у Людмилы Владимировны говорит, что какие там вот используются тональности. Ну, тональности, конечно, не все используются. Там в основном тональности доминантовой 5-й ступени, 4-й ступени, да, тональности. Они как бы, получается, что эти звуки, они уже присутствуют. Путем передвижения косточек можно там каким-то образом менять. То есть, ну, в смысле, строить. И, ну, как бы, один вариант решения вот, как бы, вопроса, как бы его, ну, улучшить. Если вот, допустим, идти в ту сторону, как вот монгольский йочин, то есть разрабатывать хроматизм, то там очень будет сложно ориентироваться и сложно играть. Возможно, что, может быть, вот этот вариант будет такой.